здесь рассада, где только посадка. Рассказывает о своих 20 сотках, а в уме держит, что сделает на гектарах. Атаман казачьего общества села Амурзет Константин один из первых забил себе участок по госпрограмме. Считает, дальневосточный гектар неплохая опора, чтобы подняться с колен. Взять эти гектары и уже совместными усилиями обрабатывать их, развиваться за счет самим и за счет этого и общества в том числе. Участок он оформил на казачий круг, 150 гектаров по одному на человека. Казаки хотят создать что-то вроде сельхозкоммуны, скидываться на технику и вместе выращивать овощи на продажу. Следом за казаками участок за селом застолбила и здешний крепкий фермер Тамара Юченко, чтобы расширить дело. На земле можно сделать все. А когда есть земля, значит, будут работать, значит, развиваться. Может быть, кто-то какой-то перерабатывающий завод построит. На этом все. Больше земля Еврейской автономной области никому пока даром не нужна. Хотя по проекту только в этом районе под раздачу попала половина территории – 300 тысяч гектаров. Все потому, что участок в одиночку толково не обслужить, говорит здешний глава района. У людей на это просто нет денег. Землю фермерам уже раздавали, не берут. Давали в рамках реализации указов президента по 5, по 7, по 9 гектаров земель хороших, пахотных земель, которые как бы не требовали таких финансовых вложений, которые требуют сейчас земли. При этом никого это не остановило. Кто хотел уехать, тот уехал. Иначе дела обстоят на Камчатке. Там под проект пустили участки в красивейших заповедных местах. Например, на берегу озера Ханка. Здесь, если и строить, то только дома или дачи. Эти земли предсказуемо разошлись вмиг. Причем, выяснил Фонд борьбы с коррупцией, их заняли, когда в первые дни работы проекта сайт у рядовых пользователей висел. Кто эти люди, знает только администрация района, что застолбила за ними участки. Сайт эту информацию не дает. Это будет сопряжено обязательно с вырубкой. Может быть, не со сплошной вырубкой, но вырубка будет большая лесов. А это как раз-таки защитный слой нашей вечной мерзлоты. И как это подтвердили МЧСники, Институт мерзлотоведения, данный процесс он просто может усилить без того стремительный процесс глобального потепления. Эколог из Якутска Иван Степанов и его товарищи с зимы протестуют против закона о гектаре. Закон не запрещает хозяевам земли рубить лес на участке, размещать химпроизводство или ядерные отходы, например. Поэтому общественники пишут властям всех уровней, предлагают заморозить опасный для края закон, несколько лет тестировать его в одном небольшом регионе, а Якутию с ее хрупкой экологией исключить из закона вовсе. Екатерина Пономарева для настоящего времени.